Олар оқушы. Олар нулевое окончание. Не добавляем окончание. Теперь ознакомимся, когда мы добавляем окончание мон-мен, бон-бен. После каких звуков мы добавляем эти окончания? В слове мен в единственном числе мы добавляем окончание мон-мен, бон-бен, пон-пен. Мон-мен добавляем, если слова заканчиваются на гласные дауста и на такие звуки, как р, кыска и, л, м, н, н, у. Сонарные. Дальше. Бон-бен добавляется, если слова заканчиваются на букву з и ж. Дальше. Пон-пен добавляется, если слова заканчиваются на такие звуки, как глухие, хатан. Это звуки как х, п, с, т. Вот. После них добавляется пон-пен. И звуки б, в, г, д. После них добавляется окончание пон-пен. Теперь рассмотрим в первом лице множественном числе слова біз, мы. Добавляется окончание мыз-мыз, быз-біз, поз-біз. Мыз-мыз добавляется так же, как в первом лице, вот единственном лице, после гласных дауста и 4 буквы сонарные. Буква Р, кыска И, Л, У. После них добавляется мыз-мыз. Дальше. Быз-біз добавляется после звуков З, Ж и 3 буквы сонарные М, Н, Н. После них добавляется быз-біз. Дальше. Поз-пыз добавляется так же, как слово мен, вот окончание пон-пен, после всех глухих хатан и 4 буквы Б, В, Г, Д. Так, я вам советую, если у вас хорошая память, запомнить схему. Если плохая, лучше практиковаться, слышать звуки. Например, я вам на прошлом уроке также говорила, что глухие звуки притягивают к себе глухие окончания. Звонкие притягивают звонкие окончания. И сонарные притягивают к себе, вот, сонарные гласные притягивают к себе сонарные окончания. Мон-мен. Здесь исключение только в слове без. Видите, МНН и хатан, пон-пен. Б, В, Г, Д. После них добавляется пон-пен, потому что в казахском языке редко встречаются такие слова, которые заканчиваются на эти буквы. Чаще всего это пришедшие слова с русского языка. Например, как слово геолог. Когда говорим мы геологи, да? Без геолог пес. Видите? Либо мен геолог пен. Вот. Дальше рассмотрим примеры. Теперь рассмотрим примеры. Возьмем имя Аскар и слово ученица, ученик, оқушы.